У нас на Кавказе распространена традиция, что девушку сразу же убивают родственники, когда узнают о ее похождениях. Они делают это, чтобы смыть позор. Однако у меня вопрос к тем кавказцам, которые узнали, что их родственница прелюбодействует и убили ее. У меня вопрос к ним. Где же вы были, о мужественные кавказцы, тогда, когда ваши сестры, дочери, племянницы, кузины выходили на улицу полуголыми, когда они днем и ночью сидели в чатах и болтали по телефону с парнями, разговаривая на интимные темы? Где вы были тогда, когда знали, что они не интересуются исламом и не выполняют предписания шариата, а соответственно не испытывают ни малейшего страха перед Аллахом? Где же вы были тогда, когда ваша дочь или сестра приезжала домой поздно ночью и говорила вам, что была у подруги и засиделась, а вы верили ей на слово? Где же вы были тогда, когда в их телефонах хранились фото парней, с которыми они в блудных отношениях? Когда в их телефонах был интернет, где они писали что угодно, зная, что их телефон никто не будет проверять? И теперь, после того, как вы убьете опозорившую вас, думаете, позор будет смыт? Калля Аллах, нет, клянусь Аллахом, и вы сами это прекрасно знаете. Люди будут говорить об этом и показывать на вас пальцем еще долгое время. А все почему? Потому что вы не доглядели, потому что вы не следили, потому что вы оплошали, вы были беспечны по отношению к ним, верили всему, что они говорят, вы не прививали им любовь к религии Аллаха, вы не призывали их к богобоязненности, не призывали их соблюдать столпы ислама и не старались обучать их своей религии. Однако вы покупали им машины, покупали им телефоны, позволяли им общение с парнями, выпускали их в вечернее время на улице полуголыми, надушенными и накрашенными, и стоя она рядом хоть с проституткой, между их внешним видом не было бы никакого различия.